Вот этот, да? Работает? Ага, все слышно. Придут, обязательно, прям сказали, придем. Если я 2 человека, Сахатире или Якутия не придет. Всегда опаздывают. Такие невоспитанные люди вообще. Но прилично придут, бесполезно. Гриша, а ты не придешь на преску, что ли? Алло, ты на преску не идешь сюда к нам? Ты приходи, обязательно. Ты нужен, беги сюда, беги. Ага.
Добрый день, уважаемые журналисты. Мы начинаем пресс-конференцию, посвященную вопросам подготовки и проведения в городе Якутске 18-й Азиатской Олимпиады по физике. Я представлю сегодняшних спикеров. Это заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия Эдуард Владимирович Кондратьев и заместитель председателя оргкомитета Азиатской Олимпиады по физике Виталий Андреевич Шевченко, а также заместитель генерального директора Международного комитета игр «Дети Азии» Сергей Александрович Хатылыков. Я думаю, Эдуард Владимирович, вводная часть небольшая, к чему готовится город Якутск. Пожалуйста, вкратце. За 18-летнюю историю проведения Азиатской физической олимпиады впервые Российская Федерация получила право проведения. И это право по инициативе главы нашей республики Егора Афанасьевича Борисова предоставлено Республике Саха-Якутия. С 1 по 9 мая в столице нашей республики состоится 19-я Азиатская физическая олимпиада, в которой примут участие 24 команды. Что не может не радовать нас, жителей республики, что впервые в составе сборной команды Российской Федерации принимают участие школьники республики, прошедшие отбор. Это 3 ученика, состав команды 8 человек, то есть это серьезное достижение, 2 из которых это воспитанники республиканского лицея-интерната, 1 ученик обучается в настоящее время, 11-классник, в специализированном учебно-научном центре Новосибирского государственного университета. Но имена героев мы должны знать, поэтому я их озвучу. Это Сивцев Игорь, Решетников Виктор, Республиканский лицей-интернат, и Турохов Тимофей, ученик 11 класса Солнца Новосибирского госуниверситета. Организационный комитет создан на территории республики, возглавляет его председатель правительства Чекин Евгений Алексеевич, сопредседателем является курирующий заместитель председателя правительства Дичковский Алексей Прокопьевич. Организационные вопросы все решены, место проведения определено, это спортивный центр «Триумф», непосредственное место проведения Азиатской физической олимпиады с размещением части участников на территории гостиничного комплекса данного центра и санаторного оздоровительного учреждения «Смена» Северо-Восточного федерального университета. 1 число – это день заезда участников, 2 числа на базе культурного центра Северо-Восточного федерального университета с участием главы республики, президента Азиатской физической олимпиады состоится торжественная церемония открытия олимпиады. 8 числа будут подведены итоги данной олимпиады. Помимо соревновательной части, для участников Азиатской физической олимпиады составлена культурная программа с тем, чтобы они смогли ознакомиться непосредственно с Российской Федерацией и с 5-й частью Российской Федерации, уникальной Республикой Саха-Якутия, где на территории ее проживают в мире и согласии более 120 национальностей. В программе посещения музеев культурная, спортивная программа, то есть все вопросы урегулированы, все вопросы продуманы, как я уже сказал, находятся на личном контроле главы нашей республики Егора Афанасьевича Борисова и всего организационного комитета, который возглавляет председатель правительства. Спасибо. Спасибо. Виталий Андреевич, тоже в 2 словах расскажите, пожалуйста, что из себя представляет Азиатская физическая олимпиада, какое она место в науке на мировой арене занимает и как все происходит в общем. Дорогие друзья, Азиатская физическая олимпиада была создана в 2000 году, в этом году она проходит в 18-й раз. Она объединяет в одно соревнование все страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Как правило, именно эти страны демонстрируют самые лучшие результаты на Международной олимпиаде по физике, поэтому, грубо говоря, Азиатскую олимпиаду можно считать соревнованием среди лучших команд, которые, в принципе, представлены в мире. И это действительно так. Задания Азиатской олимпиады по физике очень сложные, очень интересные, отвечают буквально современному уровню науки и техники, которая сейчас происходит, исследуется в мире. И именно такие задачи мы подготовили участникам на этот раз.
Вот, задачи действительно очень сложные, и они основаны на той науке, которой занимаются у нас в России. Спасибо. Извините, я маленькую ремарку еще хочу сказать, что очень символично, что Азиатская физическая олимпиада проходит на территории республики в год столетия Михаила Андреевича Алексеева. И, как вы знаете, коллеги, что в этом году, после того, как был издан указ главы об изменении структуры органов исполнительной власти, мы выступаем единым Министерством образования и науки, объявлен в системе образования год учителя. И очень здорово, что именно в этот год на территории республики не просто события всероссийского уровня, а события международного уровня. Мы проводим вот такое знаковое событие. Своего рода это является подготовкой к проведению международных интеллектуальных игр, которые, как вы помните, Егор Афанасьевич Борисов при закрытии 6-х международных спортивных игр озвучил, что с 2018 года республика будет проводить международные интеллектуальные игры. То есть это определенный экзамен? Безусловно. Спасибо. Ну, вот Сергей Александрович, наверное, расскажет, как представитель оператора по проведению Олимпиады в городе Якутске, это Международный комитет игр «Дети Азии». Чем занимаетесь и какова ваша зона ответственности? Добрый день, уважаемые журналисты. Комитет в проведении данной Олимпиады задействован во встречах проводах делегаций, размещении питания, в вопросах транспортного обеспечения, по организации работы волонтеров, по экскурсионной программе и по вопросам безопасности. Мы работаем совместно с Малой академией наук в организации данной Олимпиады, и с МФТИ, и с Министерством образования. Вот. И на данный момент у нас, если идти по количеству участников, то у нас примерно 246 человек, из них 170 участников, включая еще руководителей, наблюдателей и гостей. Всех будем встречать, провожать до места размещения, готовим их питание, экскурсионную программу, работу волонтеров и так далее, то, что я говорил. В принципе, работа у нас уже давно уже работаем в этой теме, поэтому надеемся, что организация этой Олимпиады пройдет на высоком уровне. Спасибо. У меня, наверное, вопрос Виталию Андреевичу. Все-таки нужно понять, каким образом технически происходит сама Олимпиада. То есть задача детей прийти, как, условно говоря, на ЕГЭ и решить определенные задания. Так получается? Как? Я расскажу подробнее. Олимпиада проходит в 2 тура. Школьникам предоставляется теоретический тур, состоящий из 3 задач, и экспериментальный тур, который может состоять из 1 или 2 задач со сложным экспериментальным оборудованием, где школьникам нужно проявить смекалку, креативность, навыки работы со сложным экспериментальным оборудованием, которое они видят в первый раз, и догадаться до тех идей, которые мы заложили в эти задачи. После того, как школьники решили эти задачи, их работы направляются на проверку членам жюри и руководителям делегаций от стран. После проверки результаты проверки сличаются и происходит апелляция. Таким образом, жюри и руководители делегации приходят к консенсусу по тому, как школьник решил те или иные задачи. Потом по определенной схеме результаты школьников ранжируются и определяются границы медали: золотая, серебряная и бронзовая. Эдуард Владимирович, вы озвучили, что будет 3 ребят из Якутии принимать участие. Как ребята готовятся? Я читал интервью Игоря Сивцева читал, где он, собственно, говорит, что для него это не первый международный опыт. Есть какие-то минимальные задачи, которые стоят перед якутянами на этой Олимпиаде? Мы не разделяем якутяне, мы в составе сборной команды Российской Федерации, поэтому задачи всегда перед сборной командой Российской Федерации самые высокие, достижения ежегодные. Предыдущая Олимпиада для россиян не являлась исключением, были победители, в том числе золотые медалисты. Не глазливый я человек, но очень надеемся на успешное выступление наших ребят, тем более, что опыт выступления на всероссийском и международном уровне имеется
в том числе на нашей международной олимпиаде Туймада, которая традиционно проходит на территории Республики Саха-Якутия, Всероссийская олимпиада школьников. Один из наших участников был призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады, правда, по химии в прошлом году. Работа ведется целенаправленная, занимается наша Малая академия наук, наша подведомственная организация, которая лелеет и взращивает наши одаренные таланты, обучающиеся во всех образовательных организациях на территории Республики Саха-Якутия. Поэтому мы держим кулаки за команду Российской Федерации, но и за наших ребят, конечно, вдвойне. Пожалуйста, Виталий Андреевич, добавьте. Я бы хотел еще добавить, что по результатам Азиатской олимпиады по физике в Якутске будет сформирована национальная сборная по физике, которая поедет в этом году представлять страну в Джокжакарту, в Индонезию. А сколько человек предстоит отобрать? 5 человек. 5 человек, то есть... Из 8. 8 человек – это состав сборной России. 8 человек – это состав сборной России на Азиатскую олимпиаду, из них 5 отбираются на Международную олимпиаду. А вот по результатам. Олимпиада когда? Олимпиада пройдет в июле, в середине, с 14 числа. В принципе, процент вероятности того, что наши ребята попадут, есть. Конечно, разумеется. Спасибо. Пожалуйста, есть, уважаемые коллеги, вопросы? Добрый день, корреспондент ТАСС Якутия Светлана Рожная. Я хотела задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а помимо участия на международной олимпиаде, какие еще бонусы дает участие в данной олимпиаде и что, ну, допустим, для поступления, да, в вузы или еще что-нибудь? И помимо якутян, вот остальные 5 участников, они из каких регионов страны? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Как правило, эта олимпиада учитывается наравне с международной олимпиадой при поступлении в профильные вузы. То есть вузы, которые специализируются на физике и технике, зачитывают эту олимпиаду как внеконкурсное поступление. Вообще, в целом, попадание в национальную сборную по физике дает гарантию поступления школьников в вуз по специальности. Что касается состава сборной сейчас, там есть представители из Пермского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежской области и еще раз Санкт-Петербург. Пожалуйста, еще вопрос. Газета «Якутия». Работает. Да? Чем обусловлено вот то, что именно Якутия принимает эту олимпиаду у себя, да? Почему за столько времени в России она ни разу не проводилась? Это вот как-то чем-то объясняется или там есть какая-то очередность проведения этой олимпиады? И почему именно Якутия? Ну, а Виталий Андреевич продолжит уже как сопредседатель зампредседателя организационного комитета. Значит, инициатива, как я уже озвучил, была Российской Федерации, и от нас была заявка за подписью главы субъекта Егора Афанасьевича Борисова, то есть в первую очередь это инициатива губернатора нашего, главы республики, с тем, чтобы данная олимпиада прошла непосредственно в Республике Саха-Якутия, которая была поддержана Министерством образования и которая, в свою очередь, уже выдвинула на утверждение как субъект Российской Федерации место проведения 18-й Олимпиады по физике азиатской. Россия участвует в Азиатской олимпиаде по физике с 2011 года. И там есть определенная очередность. Известна страна-организатор Олимпиады на ближайшие 2 года. Вот, и Россия в 2017 году получила право провести эту Олимпиаду. Ну, вот вы сегодня прилетели в город Якутск. Сегодня же прилетели, правильно? Да. Прибыли в Якутск, уже, наверное, съездили, осмотрели тот же «Триумф». Ну, вообще, как оцениваете подготовку? Готовность, мне кажется, отличная. То есть я думаю, что у нас все пройдет на высоком уровне. Я приехал в Якутск и вижу везде баннеры об Олимпиаде. Видно, что город готов, мы готовы, и у нас все получится. Спасибо. А можно, да, вопрос именно по организации? Скажите, пожалуйста, на площадке «Триумфа» как будет организовано проведение Олимпиады? То есть, ну, чтобы понимать, как это все будет.
Значит, триумф представляет нам три вещи. Первое – это размещение школьников, второе – это питание школьников, и третье – это сама арена. То есть на арене будут организованы специальные кабинки для школьников, там будет стол, будет экспериментальное оборудование для экспериментального тура и конверт с заданиями для теоретического тура. Все сделано для того, чтобы школьники не могли друг у друга ничего подсмотреть, списать, увидеть, как что кто-то делает по эксперименту. Вот, то есть это просто на большой арене, там 30 на 50 метров будут расположены 200 школьников, 170. Ну, один большой учебный класс делают. Один большой учебный класс. А отсев детей как будет происходить? Все дети пишут оба тура. После этого тур проверяется, и половина участников получает медали. Границы медали определяются по специальному алгоритму. Потом, получается, в итоге сколько у нас победителей будет и какие были результаты России на прошлой Азиатской Олимпиаде? На прошлой Азиатской Олимпиаде, которая проходила в Гонконге, у Российской Федерации было 2 золотых медали, 3 серебряных и 3 бронзовых. Вот примерно такая пропорция наших результатов. Какие страны являются лидерами этой азиатской олимпиады? Например, сборная Китайской Народной Республики всегда получает 8 золотых медалей, вне зависимости от того, где происходит Олимпиада. То есть Китай действительно самая сильная сборная как на международной Олимпиаде, так и на азиатской. Также очень хорошо выступают команды Сингапура, Тайваня, Индии. Но Российская Федерация тоже выступает на уровне и всегда попадает в 5 стран. В пятерку, да. Как на азиатской, так и на международной Олимпиаде. Ну, нынче, значит, планка как минимум в 5 войти. Именно так. Ну, как на любом спортивном соревновании, это не официальный командный зачет, это все-таки личное первенство. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, еще есть вопросы? Кто от якутян будет работать в качестве наблюдателей на этой Олимпиаде? Ну, всегда же формируется тоже и из местного населения. Нет, у нас в состав членов жюри входят якутяне. Организаторы и члены организационного комитета представительства республики, безусловно, есть, коль скоро это проходит на площадке республики нашего субъекта непосредственно, а все требования, которые предъявляются, они должны соответствовать требованиям Международной Олимпиады, Азиатской физической Олимпиады, единые для всех. То есть никакой подтасовки по определению быть не может. Если вы об этом имеете смысл какой-то вашего вопроса заключается, то есть все абсолютно прозрачно, достоверно, и то, о чем Виталий Андреевич сказал, проверку осуществляет члены жюри, дается как бы на проверку работ руководителям команд, которые приезжают, поэтому не приходится сомневаться в достоверности результатов тех, которые на данный момент покажут участники 18-й Азиатской физической Олимпиады. Пожалуйста. Ну, у меня, наверное, раз заговорили про безопасность, вопрос по поводу триумфа. Тогда, наверное, в дни проведения будут глушить связь в триумфе, или как бывает вот на ЕГЭ? Есть необходимость или так все обходится? По правилам Азиатской и Международной Олимпиады школьники не имеют права использовать мобильные телефоны, ноутбуки, любые средства связи, начиная со 2-го дня Олимпиады, то есть в тот день, когда руководители узнают условия задач, чтобы их перевести. То есть волонтеры-атташе, которые будут прикреплены к делегациям школьников, у них отбирают в специальные контейнеры телефоны, ноутбуки и средства связи, вот, и отдают их только после того, как закончился последний тур. Спасибо. Ну и в очередной раз последний вопрос. Кого ждем из почетных гостей? В первую очередь это президент Азиатской физической Олимпиады, является самым главным и желанным гостем. Направлены приглашения были в Федеральное министерство образования и науки Российской Федерации, непосредственно министру
Ольге Юрьевне Васильевой, но вот до 5 числа она будет отсутствовать на территории Российской Федерации, ее не будет. Сейчас до конца пока не ясен вопрос с заместителем, который курирует данное направление. Он у нас сопредседателем по согласованию является, это Вениамин Шаевич Каганов. Очень надеемся, с учетом того, что именно в дни Олимпиады 5 мая торжественное мероприятие состоятся в городе Якутске по случаю 100-летия народного учителя нашего Михаила Андреевича Алексеева. То есть кто он, президент Азиатской Олимпиады? Кто он, президент? Леон Чуань Из Китая. из Сингапура. Он президент правления Азиатской физической олимпиады, научный руководитель Центра квантовых технологий Национального университета Сингапура, доцент Национального образовательного института, Наньянский технологический университет в Сингапуре, заместитель директора Института углубленного изучения Наньянского технологического университета в Сингапуре. Да. Сомнений в этом нет, и он будет находиться на территории республики в период всего проведения Олимпиады, с первого до последнего дня. Безусловно. Если это очень важно. На Спасибо. открытии планируется участие главы республики Егора Афанасьевича Борисова и всех членов организационного комитета расширенного. Ну все, еще раз спасибо большое за то, что пришли, ответили на вопросы журналистов. Спасибо журналистам за присутствие. Ну, будем надеяться, что очередной международный проект на территории города Якутска состоится с 1 по 9 мая на том уровне, на котором планируем. Спасибо. Спасибо. Не просто на территории города, а на территории республики.